Было страшно на самом деле, потому что там родителям каждый день звонят, что кто-то умер, кто-то заболел. Вот. И уже потихоньку, когда уже пошел спад, где-то в августе, да, когда уже люди сами перестали не бояться приезжать сюда и видели, что окружающие все соседи начали принимать людей, мы тоже потихоньку уже начали открывать. Можно сказать, что это наш кормилец, у нас больше нету никаких дополнительных доходов, это у нас единственный доход, который вот кормит нас целый год, можно так сказать. Ну, кто знал, что пандемия будет, мы в январе начали готовиться к сезону, с перспективой на то, что у нас будет, как у нас основной контингент, Россия, Казахстан, Узбекистан и даже дальние зарубежья есть. А рассчитывая на них, думали, подготовимся. Соответственно, в этом году плодотворно поработаем и отработаем какую-то часть наших затраченных средств. Приходит на ум 98 год, когда у нас на Кумторе машина цианида, была авария, видимо, и этот цианид попал в речку, а через нее в озеро Иссык-Куль. И тогда вот был точно такой же очень слабый сезон, очень малое количество людей было на Иссык-Куле. И этот сезон точно такой же. Мы ожидали большой приезд туристов из Казахстана, как обычно. Иностранцы должны были приехать. Но в этом году их нет. Ясно, по каким это. Человеческая жизнь дороже, чем это самое. Ну, собственно, как у всех. Вот, и гостиничный бизнес в этом году, в общем-то, процентов на 80 у них нету работы. Вот. Ну и у нас также. Вот. А налоги как были, так они и остаются. Ясно, что у нас зимой будут проблемы. Вот. Будем брать кредиты, как-то выживать будем. Когда хороший сезон, у меня здесь работает 15 человек. 2 повара, 2 помощника повара, дворник, 4 официанта, вот эти горничные. Итого 15 человек постоянно вот я могла обеспечить работой, да, скажем. В основном работали студенты, которые себе на обучение, на одежду, вот, да, собирали деньги. Сейчас у меня одна девочка. Поскольку мы вот воскресенье, понедельник, вторник, среда, ну и четверг совершенно пустые, я не могу лишних людей содержать. Пансионаттарга уруксат берилгенден баштап биз дагы көп иштер жасадык. Андан тышкары биздин Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги менен ушу алгоритм кандай эрежелер болуш керек, биздин шаарыбызга келген эс алуу жайларына, конок үйлөрүнө келген эс алуучулар, туристтердин биринчи кезекте ушул санитардык, жеке гигиеналык нормаларды кандай сактап, кандай эс алыш керек деген маселенин боюнча даярдыктарды көргөнбүз. Биздин шаарыбызда дагы мындай айдоо жерлери дагы, айыл чарбасы дагы мындай жерлерибиз аз. Анан жумушсуздук да көп болуп калса, ошол кийинки күз, кыш айларына, кийинки жылдарга кандай болот деген ошол бир мындай кичине көйгөйлүү маселелерди болуп жатат азыр. У
у нас были свои условия. Первое, это, ну, конечно, это не болеющие люди, у кого нет температуры, никаких симптомов, да. Если вы чувствуете, у вас есть какие-то симптомы, то лучше останьтесь дома и позаботьтесь о себе, да. Второе, это мы принимаем только тех отдыхающих, кто намерен у нас оставаться более 3 суток. Третье, у нас было, преимущественно, чтобы люди у нас питались. Потому что когда вот они выезжают все время, какие-то людные места, те же самые кафе, рестораны, клубы, да, ну, то есть мы старались это как-то ограничить. В этом году у нас на 50% плавсостав сократили из-за того, что был карантин, туристов и отдыхающих очень мало. Как бы спад уже пошел, и тот самый кто-то, судовладельцы, которые переболели, уже приезжают свободно. Вот. А эти тела G, они сразу говорят, что у них они не заразные и так далее, и так далее. Ну ясно, мы соблюдаем карантин, стараемся, чтобы туристы были в масках. У нас даже есть продажа этих масок. Вот, везде антисептик. Обрабатываем после каждого рейса катер, несмотря ни на что. Вот, останавливаем, 15 минут катер обрабатывается. В этом году только наши отдыхают. Но и то вот получается июнь, июль весь мы были совершенно пустые. Это вот как вот эта вот 3-я неделя, как только с четверга начинается заезд на 2 дня, на 1 день наши местные приезжают. Относительно стоимости она, конечно, упала совсем. Ну, совсем. И в будни иногда заезжают, но это мало людей. Вот сегодня же пусто. У нас там в одном номере только 26 номеров, в одном номере только есть люди. Вот, а цена упала, ну, сколько, на 80-90%. В Караколе на первом месте идет пеший туризм. Почему? Потому что у нас очень много хороших маршрутов, средних маршрутов, сложных маршрутов, легких маршрутов. И очень живописная природа, куда человек может добраться только пешком, либо на лошади. И поэтому трекинги у нас очень востребованы. Наша основная аудитория – это европейские страны, и мы даже ведем статистику в нашем офисе, и, к примеру, на первом месте у нас идут французы, как ни странно, и далее идут другие европейские страны, такие как Германия, Бельгия, Нидерланды, Испания, такие страны. И возраст в основном от 20 до 45 лет – это активные люди, которые хотят ходить в поход. Многие люди, которые работают в туризме, которые надеялись на этот сезон, они потеряли работу. То есть сейчас люди практически не работают, у них 0 доходов. Очень большое количество людей, они работали в сфере туризма, именно в Караколе, к примеру, да, и у них нет другой альтернативы работать. Они не могут найти другую работу. При закрытых границах какой может быть туризм? То есть выручка упала на 95%. Нас спасает то, что мы работаем очень давно, и у нас есть определенный сегмент еще деловых путешественников, командировочных. Вот они сейчас, там единичные случаи есть, когда они заезжают. Но это очень мало, конечно. И плюс еще во время карантина они тоже не ездили. Поэтому гостиница, мы как ее закрыли в марте, так до сих пор она в таком полуживом состоянии. То есть персонал практически весь до сих пор отпущен. Мы никого не вызываем, сами принимаем гостей, сами их обслуживаем. А на что нам жить? На что нам жить? Вот у меня, допустим, мужа нету,
трое детей, да, и их тоже надо же содержать. Потом, поскольку у нас такой вот курортный бизнес, у нас государство совсем об этом не думают. Допустим, в банк пойдешь, да, если это сезонный бизнес, да, заняться чем-то, это надо брать обязательно кредит. Они нам кредит не дадут. У нас налоги вместе с соцфондами выходят порядка больше 100 тысяч сомов. А у нас в этом году даже такой выручки, скажем так, нет. Наше налогообложение по основным налогам зависит от нашего объема. То есть нет туристов, нет налогов. Другое дело, конечно, земельные и имущественные налоги, от них нас никто не освобождает. И мы вынуждены их платить. И да, никаких послаблений нет, то есть за неуплату также штрафы, пени, все как положено по законодательству. Никаких послаблений нет. Естественно, финансовую помощь просить от нашего государства смысла нету, но есть какие-то другие моменты, где государство может помочь нам. Может быть, государство может помочь нам в обучении, либо в привлечении международных доноров, либо в привлечении каких-то больших проектов, для того, чтобы те люди, которые потеряли работу и не работали в летний период, они как бы были чем-то заняты. Мы стараемся сейчас хотя бы заработать денег, чтобы покрывать свои какие-то нужды, для своих нужд на целый год, потому что родители мне один раз в год ездят на лечение на 10 дней, да, на вот такие вот нужды. Если в мире будет все хорошо, спокойно, главное, чтобы мы избавились от этой пандемии. Думаю, на следующий год нас ожидает, Иссык-Куль ожидает большое будущее, как говорят у нас. Пик сезона, может быть, улетный сезон. Живем надеждами, перспективами.